Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки под видео и пишет хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Кто в его сердце? Кого он любит? Вас или другую? Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, либо о том, кто вам интересен. Вспомните его глаза, его голос, его улыбку, его объятия. Несколько раз позовите его по имени. Вы должны почувствовать, что мужчина рядом. Задайте ему такой вопрос. Назвав его по имени, спросите: кто в твоем сердце? Кого ты любишь? Меня, либо другую. Если есть у вас кто-то на примете, можете назвать эту женщину тоже по имени. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. Я прошу высшие силы послать самую нужную, самую важную и самую полезную информацию для вас. Итак, давайте же посмотрим, кого мужчина любит. Кого любит загаданный мужчина? Кого любит загаданный мужчина? Так, загаданный мужчина, сразу скажу, любит себя. Вы уж извините меня, но любит он себя. А с его стороны вышел дельфин, и это значит, что любит он себя. Себя он любит больше всего, себя он любит в первую очередь. Да, так бывает, что есть влюбленность, а есть любовь. Вопрос был задан на любовь. И я вижу, что любовь прежде всего к тебе. Этот мужчина, он ради любви к себе на многое готов. Он на многое может закрыть глаза. Он от многого может отказаться, что для него там вредно, опасно. Да? Вот он очень четко за этим следит, отслеживает. Но в критические минуты он может просто срываться и уходить во все тяжкие. Тогда уже у него как будто бы запускается режим самоуничтожения. Что касается вас. Здесь по вам я так скажу, что очень большая глубокая влюбленность, да? Но это пока влюбленность, это еще не сама любовь. Влюбленность. Он вами поглощен, вы для него все, вы для него, знаете, такой, бутон розы, да, который вот-вот распустится, да, он еще не распустился, но вот-вот распустится. Очень невероятно, и хочется дождаться, посмотреть, насколько будет прекрасен этот бутон. Здесь мужчина, он в ожидании чуда. Сердце его трепещет при виде вас, он прям подскакивает со стула, когда вы рядом, да, либо когда вы звоните, либо когда он там о вас вспоминает. Бывают такие моменты, что вы ему мерещитесь, да, вот где-то он находится, да, и где-то рядом проходит вот там со спины девушка, женщина, похожая на вас, да, либо запах духов похожий, либо там голос, да, имя, когда он слышит ваше, он сразу прям аж вздрагивает, да, вот такой прям, эйфория, да, предчувствие счастья у него наступает. Конечно же, мужчина не решился пока до конца. Вот он лежит здесь посредине, в горизонтальном положении, просто лежит вот так вот, да, не стоит, лежит пока. Он пока для себя не определился, что для него есть хорошо, что для него есть правильно. Потому что другая женщина, она, как вам сказать, она достаточно ловкая, она имеет власть над ним. Понимаете, она имеет власть над ним. Он, конечно же, влюблен в вас. К ней влюбленности я не вижу, вообще ни капельки не вижу. Влюбленность есть к вам, в вашу сторону идет влюбленность. Что касается этой женщины, то тут, понимаете, здесь какой-то, даже не знаю, здесь какая-то что ли ресурсность. Смотрите, вот части, если так посмотреть. Вот эта верхняя часть, это часть мужчины, вот его мысли, чувства. Здесь поделена на часть
соперницей и на вашу часть. В вашей части вот она, вы красавица, вот она, вы красавица в красивом платье, но вы еще как бы в горизонте, да, вы, конечно, двигаетесь к вертикали, но пока вы в горизонте, пока вот как-то нету четкости, определенности в ваших отношениях. Что касается этой женщины, то она, во-первых, вышла в бортике, а во-вторых, у нее все в голове, у нее за спиной есть, ну, скажем так, другие какие-то возможности, люди, не знаю, какие-то другие заботы, плюс у нее очень глубокая ресурсность. Это может быть связи, это могут быть деньги, либо она может шантажировать мужчину вот теми же связями и теми же деньгами. Как будто бы он идет от нее зависим, полностью зависим. И конечно же, сердце просится к вам. Конечно же, смотрите, даже здесь дорога идет у нас усеченная, а здесь дорога очень широкая, открытая. Хочется по этой именно дороге идти. Не карабкаться там по камням, по сухим, там, не знаю, каким-то зарослям колючим, а идти именно по красивой широкой дороге, аллеи, да, усыпанной цветами и в лучах солнечных утопать просто. Да. И ему этого хочется. Сердце и душа просит сюда. Но голова с ней. Голова с ней, потому что, еще раз говорю, мужчина достаточно хитренький, мужчина самовлюбленный, даже не самовлюбленный, самолюбящий, да, самолюб, единолюб, самолюб, он любит себя, в первую очередь себя. Почему такая ситуация? Возможно, никогда раньше не любил, возможно, именно с вашим приходом в его жизнь идет та самая настоящая, искренняя, чистая, единственная любовь, может быть. А может быть, мужчина действительно, как, знаете, как пытается в жизни чего-то добиться, на заостренный успех, на достижение и на материальное. Да? И он считает, что, дескать, ну что, любовь, она кушать там тебе не даст, да, и любовью сыт не будешь. Да? Там любовь, она проходящая, может у него опыт, родительский опыт, может быть опыт друзей. Знаете, вот он немножечко в этом плане сухой и закрытый. Да? Желание, конечно, есть. Но, кстати, желание очень сильно в своей прям кулаке держит. Да, вот так сжимает и держит. Потому что голова у него главный орган. Да? Голова — это орган, не знаю, напишите в комментариях. У него голова очень такая, знаете, ну, как говорят, человек с холодным сердцем, да, он все обдумывает по 10, по 15 раз, каждый свой поступок, каждый свой шаг. Но есть у него тут допинг какой-то, да, может это выпивка, может быть это какой-то азарт, он может входить в азарт, да, какое-то такое измененное сознание, когда он теряет над собой контроль, когда голова просто не властна над порывами его сердца. И вот эти моменты, они для него очень губительны, он их очень боится. Я даже не удивлюсь, что мужчина даже какую-то мог терапию проходить, да, чтобы вот этот допинг на него не влиял. Честно, я не вижу, какой конкретно, потому что здесь и колесо есть фортуны, и есть чарка. То есть это может быть как азартный человек, да, может быть даже импульсивный, а может быть человек, который действительно вот он выпивающий. Поэтому знаете, что он, конечно же, хитрит. По жизни он хитрит. Школа у него хитрости была достаточно такая сильная. И ну, так оно и происходит. Смотрите, если спросите, кто в его сердце, я скажу вы. Если спросите, кто в его голове, я скажу она. Что ждать от этого человека? Ну, ради выгоды он может остаться с нелюбимой женщиной. Это точно. Это точно, я вижу, у него такое есть. Да? Ну, конечно, вопрос в другом. Насколько долго он останется? Потому что все-таки ради вот, ну, как говорится, да, с лица воды не пить, но в то же время душа просит праздника. Да? То есть насколько долго его хватит в таком положении, я тоже не могу сказать. Но вы должны понимать, что там либо шантаж какой-то происходит, либо она настолько выгодная, что ну, он видит в ней свое будущее. С вами он хотел бы цветов, с вами бы он хотел, не знаю, там романтики, вкусного вина, красивую музыку, счастья бы он с вами хотел, да, любви бы с вами хотел. А с ней он хочет продвинуться, с ней он хочет успеха, с ней он понимает, что там все будет у него ну, очень четко и очень слаженно. Человек еще как будто бы не определившийся в жизни, да, вот он может быть и возрастной, там, может быть ему там и лет и 35, и 45, и 65, да, но он как будто бы незрелый выходит, незрелый. То есть у него
Сердце просит одного, а голова говорит другое. Слушается он голову, но иногда у него происходят срывы. Из-за этих срывов я вижу, что вы переживаете. Вы в таком положении, да, между небом и землей, потому что не понимаете, что от него ждать, что будет дальше, как он себя будет проявлять. Так, давайте еще посмотрим, что вообще, в принципе, да, от него ждать. С кем он останется, кого он выберет. С кем же ты останешься, кого же ты выберешь? Так. Ну, я вам честно скажу, вот на данный момент, на вот этом песке, я не вижу, кого он точно выберет. Я вижу, что он остается при своем интересе. При своем интересе. Он вас не будет отпускать, но и с ней он заканчивать не будет. Кому сердце, к вам. Видите, вот она вы и больше. И здесь вообще как бы треугольник, да? Треугольник с вашей стороны вырисовывается, потому что вы основа этого треугольника, да? На основе вашей, вернее, на основе чувств к вам, да, образовался, например, этот треугольник. Но она какая-то вот прям, я даже не знаю, за ней люди стоят, понимаете, за ней стоят люди. За ней стоят люди, за ней есть ресурсы, и она им, смотрите, здесь просто дракон вышел, да, дракон — это слава, это успех, это достижение. Может быть даже такая ситуация, да, что вы смотрите на женатого человека, и этот женатый человек, он не желает делиться нажитым, да, он не желает уступать там, в разводе что-то, говорит, что все мое должно остаться со мной. Может быть, он там политик, да, либо планирует пойти в политику, ему там разводы не нужны. Но если вы смотрите на человека, который, например, был вашим и потом от вас ушел, то знаете, что та женщина, она его чем-то шантажирует. Чем-то она его таким шантажирует, что он считает, что с ней выгодно. Вот такая идет ситуация. Любовь, чувство к вам, а выгодно быть с ней. То есть, такой мужчина, знаете, не самый романтичный, назовем его так. Что я хочу вам сказать, что вот я прям так вижу очень четко. Здесь, конечно, идет то, что мужчина вас будет еще долго беспокоить, долго будет вас дергать, долго будет вам рассказывать что-то, что он там уходит, что его обижают, что ему плохо. Но вы должны четко понимать, что мужчине, как только станет наперекор, да, ваша вот эта любовь, ваши чувства, он может в один момент исчезнуть, но потом опять появится, потому что те чувства, которые испытывают к вам, они его, как подогревают, да, вы ему снитесь, он о вас думает, он о вас мечтает. Мужчина должен повзрослеть, на это уйдет время. Какое время, я не скажу, но то, что время уйдет, это точно. Если вы дождетесь, то мужчина к вам дорогу сделает, он к вам идет, к вам он, видите, руки тянет. Но опять же таки, сколько уйдет времени, много может уйти. Можете вот прям там, не знаю, там лет 10 его ждать, да, и ничего не будет происходить. А может быть там и 10, там, не знаю, дней, да, и мужчина к вам прибежит. То есть здесь очень скользкая ситуация, и мужчина такой, знаете, продуманный и хитрый. Он нестабильный, сам по себе нестабильный. Еще раз говорю, он сам с собой договориться не может. Что он может вам пообещать, что он может вам дать? Сам с собой договориться не может. Он видит будущее с вами. Понимаете, как ни крути. То есть в мечтах, в желаниях он с вами, не с ней, с вами. Понимаете, он думает, что, дескать, я там с ней все вопросы порешаю, да, смогу, что смогу, там заберу, урву, а потом буду со своей любимой женщиной. Но опять же таки, почему-то он думает и надеется, что вы будете его просто до бесконечности ждать, как будто бы у вас своих дел нету, да. Очень уверен в том, что вы от него никуда не денетесь, что вы дождетесь, чтобы что ни происходило, да, всегда примите, простите. И вот это пламя страсти, которое между вами, оно типа не утихнет, не успокоится, и все будет так. Так, еще момент, хочу вот прям тоже мне пошло, хочу предупредить. Это тоже точечно, но это больше для тех, кто, например, в браке смотрит на мужа и в чем-то его подозревает. Смотрите, здесь еще может быть такая ситуация, что вот эта женщина, которая между вами, да, она может, скажем так, он может это делать назло вам, да, вот, дескать,
ты меня там недолюбила, вот смотри, я там себе какую-то другую нашел, она там более перспективная, больше меня любит, больше меня ценит, она там будет во мне растворяться. Но тут измены нету, да, просто он может так себя вот показывать. Вот такая идет ситуация. Это вот, не знаю, может 1-2 человека, кто будет смотреть, это для вас информация. Ну а в целом я больше вижу ситуацию треугольника, когда у мужчины есть другая женщина, с которой он живет, скажем так, да, находится там, может быть, в браке, либо проживает. А вы уже со стороны ждущей женщины смотрите это гадание. Мои дорогие, ну вижу, что вам нелегко, вижу, что вы его любите, что надеетесь, что ждете, что верите его словам. А мужчина, он и сам своим словам не верит. Понимаете, вот такая идет ситуация. Он сам с собой договориться не может. Что он может дать вам? Что он может вам предложить? Ну, даже так, да, вот если смотреть, смотрите, какая вы большая и какая она маленькая по сравнению с вами. То есть однозначно вы его женщина, его, вот по его жизни, по его судьбе. Но ресурсы черпает он от другой, понимаете? Либо зависим от другой. Поэтому вот такая ситуация и сложилась. Ее он не любит, ее он терпит, назовем это так, а любит он, полюбит, кстати, в будущем очень сильно вас полюбит, потому что он не справится с этими чувствами, не сможет себе запретить, да, какая бы у него ни была голова холодная, сердце он свое вот прям не сможет заморозить, да, все равно любовь, она выстрелит. И любовь это для него будет очень мучительная, потому что сам себя лишает этой любви. Вот такая ситуация. Мои дорогие, не просто с этим человеком. Но, тем не менее, имеем то, что имеем. Что делать дальше, решайте, конечно же, сами. На мой взгляд, очень тяжело принять решение, потому что вижу, как ваше сердечко к нему расположено. Да, и вроде как бы и любовь между вами, да, назовем это так. Но из-за того, что мужчина такой хитро сделанный, да, вы вместе быть пока не можете. Мои дорогие, ну терпения вам, выдержки, думайте о себе, думайте о своем счастье, о том, что делает именно вас счастливой. На это опирайтесь, и будет все замечательно. На этом мое гадание закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.